Якутск сделал свой выбор. Подсчет голосов продолжается. Каков процент к этому часу и кто вырвался вперед? Это день за днем. Я Василий Раченко. Смотрите сейчас. Голосование на выборах мэра Якутска. Что по округу? Следим вместе. Полная картина у нас. В южной и центральной столицах реконструируют взлетно-посадочные полосы. И если в Якутске, на работу аэропорта это никак не повлияет, то вот нерюнгринцам придется поискать другой аэропорт для отпуска. Все, кто приобретали у нас билеты на июль месяц и далее, могут прийти к нам, мы оформляем вынужденный возврат. Своих денег уже который год не могут дождаться обманутые строймонтажом 2002 дольщики. Ютять где придется. живем всей семьей, со свекровью в одной квартире. Сколько еще продлится жилищный вопрос? И решится ли вообще? Удобство с одной, но удорожание с другой стороны. В июне производители сыра и мороженого должны будут маркировать свой продукт. Опять финансовым бременем ли ложиться на плечи предприятия? Можно ли рассчитывать на государственный возврат или заплатит потребитель? Крупнейший молодежный фестиваль. Хедлайнеры в лице Галустяна, Камолова и Ливана. Десятки площадок, включение из городов и шоу дронов. Фестиваль «Мусу Стар» стал настоящим праздником для талантливой и активной молодежи республики. Первый в этом году с космодрома «Восточный» прошел запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б». И давайте посмотрим, как это было. Пуск. Есть пуск. Зажигание. Предварительное. Промежуточное. Главное. Подъем. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим главной ступени. 10 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. На борту 36 космических аппаратов OneWeb. Рогозин, глава Роскосмоса, заявил, что в этом году намечается 29 космических стартов. Территориями падения отделяющихся частей обозначены Алданский и Кобяйский районы Якутии. Там наши и хабаровские специалисты отобрали пробы снега с 3 мониторинговых точек. Радиационный фон на уровне ниже среднереспубликанских значений. В Алданском районе нашли части бака окислителя, торовый бак и фрагмент створки головного обтекателя. Спустимся на землю в Якутск, где реконструируют взлетно-посадочную полосу. Старт запланирован на май, продлится до октября. При этом воздушная гавань закрываться не будет. Вопрос решили организации стыковочных рейсов. Основная нагрузка ляжет на авиакомпании «Якутия», «Алроса», «С7». В целом, на расписание рейсов внутри региона реконструкция не повлияет, но может сказаться на дальних перелетах. В аэропорту нам прокомментировали, что изменится после реконструкции. Кроме участка 625 метров, также будет установка пандуса длиной 170 метров. Это позволит соединить вот старые и новые участки. И это делается для того, чтобы войти в зиму 2021-2022 годов с полной длиной 3400 метров. То есть с 1 октября планируется уже возобновить полеты на полной длине. То есть уже ограничений никаких не будет. Взлетно-посадочную полосу реконструируют и в Нерюнгри. Начало работ намечено на июнь, а с июля по октябрь аэропорт закроют вовсе. При этом у людей на этот период куплены билеты. И таких немало. Сергей Козюра узнал, что компании будут делать с отпускниками. Расскажет и о самой реконструкции. Проектом реконструкции аэропорта Нерюнгри с 2019 по 2022 годы предусмотрена замена искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, строительство нового аэровокзала, аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, склада горюче-смазочных материалов, ограждения аэропорта, патрульной дороги, рулежных дорожек и перронов. На сегодняшний день аэропорт принимает суда первого класса и ниже без ограничений. Впереди предстоит самая трудоемкая работа, требующая длительного времени с учетом суровых климатических условий района. Замена искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы. В целях сокращения сроков закрытия аэропорта принят наиболее оптимальный вариант графика выполнения работ, в рамках которого длина полосы будет ограничена до 1850 метров в период с 1 по 30 июня 2021 года.
Позволит выполнять полеты на воздушных судах 3-го класса, а также с особыми ограничениями при принятии определенных мер безопасности. Авиакомпания принимает на себя обязательство выполнять полеты на тех воздушных судах, которые позволяют осуществлять взлет-посадку при данной длине ИВПП. В период с 1 июля по 31 октября аэропорт будет полностью закрыт для приема самолетов. С 3 февраля текущего года вся информация о закрытии на ремонт была направлена официальными письмами в адрес авиакомпаний и агентств по продаже авиабилетов. Если авиакомпания продает билеты на июль месяц с аэропорта Нерюнгри, вся ответственность ложится на авиакомпанию. Возврат билетов и выдача ваучеров, или как это будет производиться, это полностью ложится на плечи авиакомпании, но никак не аэропорт Нерюнгри, который на сегодняшний день является просто оператором для тех авиакомпаний, которые производят взлет-посадку в нашем аэропорту. У некоторых нерюнгринцев, купивших билеты на июль, возник резонный вопрос. Пассажиров мы оповещаем посредством электронной почты и СМС-оповещением. Все, кто приобретали у нас билеты на июль месяц и далее, могут прийти к нам. Мы оформляем вынужденный возврат, возвращаем полную стоимость авиабилета. Если были приобретены билеты по ваучеру, то мы выдаем новые ваучеры. Провести сертификацию реконструированной полосы и обеспечить начало полетов запланировано на 1 ноября 2021 года. А к концу 2022 года в Нерюнгри появится полностью обновленный аэропорт, соответствующий уровню Южной Якутии. Сергей Козюра, Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Долгие месяцы подготовки, известные хедлайнеры и масштабная программа. В Якутске, наконец, прошел долгожданный молодежный фестиваль «Мусустар». Он объединил больше 6 тысяч талантливых молодых людей. О том, как это было, Сарглана Неустроева. 7 площадок и более 8 треков фестиваля. От кинематографа до бизнеса и IT-технологий. Фестиваль «Мусустар» стал настоящим праздником для талантливой и активной молодежи республики. Одной из самых больших площадок фестиваля стал Центр спортивной подготовки «Триумф». Здесь помимо концертной программы организаторы подготовили и множество развлекательных и творческих локаций-корнеров. Очень интересно, тут очень много выставок на разные направления, и даже слов не подобрать, как у меня глаза бегают от изобилия всевозможных интересных направлений. Чувствуется, что атмосфера классная, заряженная. Сейчас все увидим. Столько разных формат, совершенно разный, и киберспорт, и бизнес, и молодежь, и все вместе, очень здорово. Здесь же собралось самое большое количество желающих стать частью фестиваля. Еще за неделю до начала проекта глава Якутии Айсен Николаев объявил о том, что именно Мусустар станет моделью проведения всех массовых мероприятий постковидной эпохи. Мы обеспечили несколько, так сказать, мер безопасности. Конечно, стандартные — это перчатки, санитайзеры, маски и дистанцирование. Если видите, здесь везде нанесена разметка, расставлены стулья на самом стадионе, даже демонтирована часть кресел на трибунах, потому что мы обязаны эти требования соблюдать. У нас применяется сейчас новая разработка, которую участники все скачали перед тем, как зайти на стадион в Telegram. И это искусственный интеллект, который по кашлю определяет наличие и отсутствие ковида. Его точность приблизительно 95-96%. Наконец, талантливая молодежь республики получила то, что позволит ей по-настоящему развиваться не только в рамках региона, но и страны в целом. Более того, по словам организаторов проекта и главы республики, уже сейчас будет решаться вопрос, станет ли фестиваль одной из самых крупных площадок по развитию проектов творческой молодежи в России.
И в зависимости от того, насколько он будет успешным, мы примем решение об его продолжении. Я очень надеюсь, что мы его сделаем постоянно действующей такой площадкой как раз для нашей творческой молодежи, которая очень тепло восприняла этот фестиваль. Очень много желающих поучаствовать. Почти 18 тысяч уже заявок, насколько я знаю, зарегистрированных участников. Очень много разных конкурсов по разным трекам. Уверен, что все у нас получится, и этот конкурс, на самом деле, фестиваль станет одной из визитных карточек нашей Якутии. И, конечно, большим достижением фестиваля стали его хедлайнеры, которые не только разнообразили программу, но и позволили участникам Мусустар перенять их опыт и знания. Для всех желающих были организованы различные мастер-классы и лекции. Я уверен, все будет хорошо, и искренне надеюсь, что это станет хорошей, доброй традицией, чтобы побольше людей посещало республику. Ну и, конечно же, дорогу молодым, все для молодежи. В принципе, я не считаю себя большим экспертом, но я и сценарист, и продюсер, и актер, и КВНщик, и ведущий. Поэтому это скорее такой универсальная история для людей, которые вообще хотят себя попробовать в творческой профессии, именно какой-то сценической, экранной. У меня условно мастер-класс проходит по схеме вопрос-ответ, поэтому я отталкиваюсь от того, что интересно услышать ребятам, которые здесь собрались. Пока не знаю, о чем буду спрашивать, но посмотрим. Мусустар своей масштабностью превзошел все ожидания. Так фестиваль закончился грандиозным фейерверком. В воздух было выпущено 830 выстрелов, а сам триумф стал настоящим арт-объектом. Наконец, после года самоизоляции и ограничений, жители Якутска смогли вдохнуть полной грудью. Сарглана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В завершении вечера и олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на катке, который залили рядом со спорткомплексом «Триумф». До этого фигуристка заявляла, что рада быть частью этого большого фестиваля. А еще ранее провела мастер-класс для юных фигуристов в спорткомплексе «Элей Поттер». На него и на выступление люди собирались в масках и в целом соблюдали меры предосторожности. Когда же все-таки оковы ограничений спадут с российских регионов? Об этом после рекламы. Вернемся через пару минут. Это итоги недели. Начнем блок с небольшого дайджеста. Короткие, но оттого не менее важные новости в регионе. Якутский городской суд полностью оправдал бывшего замминистра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую. За ней признали право на реабилитацию. Напомню, дело возбудили в отношении экс-замминистра в апреле 2019-го по подозрению превышения чиновником должностных полномочий при проведении госзакупок. Дело прекращено в отсутствии состава преступления. Нельзя не упомянуть о ЧП. Несколько крупных пожаров произошли в районах Якутии. Трагедия обернулась возгоранием в селе Барагонцы Усть-Алданского района. По факту гибели ребенка, девочки 2008 года рождения, возбудили уголовное дело. Она, к сожалению, не успела выбраться из частного двухэтажного дома. Жертв могло бы быть больше. Благо, 4 человека успели эвакуироваться, из них 2 детей. Трагедией закончился и пожар в жилом доме в Жиганске. В многоквартирной двухэтажке очаг разгорелся в одном из жилых помещений. Молодой человек 91 года рождения скончался на месте. Из другой квартиры эвакуировали женщину, но спасти не удалось. Она скончалась уже в больнице. По обоим делам ведется расследование, возбуждены уголовные дела. Теперь к Якутску, где на площади Орджоникидзе вручили ключи от новых машин водителям почты. Автопарк пополнился с 47 новыми авто, и это первая за последние 6 лет масштабная передача транспорта. К слову, в этом году всем известному зданию главпочтамта исполняется 60 лет. Оно одно из старейших в столице, внесено в список памятников архитектуры и превратилось за эти годы в визитную карточку нашего города.
В том же Якутске родители примерили на себя роль экзаменуемых. Мероприятие ежегодное, проходит в 5-й раз. В этот 11 мам и пап, учащихся 24-й СОЖ, прошли все процедуры госэкзамена. От рамки металлодетектора и проверки документов до заполнения бланков. Сдавали русский язык. Региональное Минобразование считает, что так родители смогут лучше понять ЕГЭ изнутри и как следует подготовить своего ребенка. Напомню, в этом году его сдают не все, а лишь те, кто будет поступать в ВУЗ. Остальные напишут государственный выпускной экзамен. Тем самым порядок с прошлого года остался прежним. Ввели его из-за начавшейся в 2020-м пандемии коронавируса. Говоря о пандемии и перспективах ее окончания, для начала рассмотрим динамику за минувшую рабочую неделю в нашем регионе. Как видим, количество новых случаев стабильно идет на спад. К слову, в четверг количество проводимых тестов в Якутии с начала пандемии перевалило за 1 миллион. Смотрим далее и понимаем, что статистика улучшилась исключительно за счет столицы. График идет на снижение пропорционально прошлой. А вот с районами не все так однозначно. Да, она стабильная, но на фоне сокращения суточных больных в Якутске динамика не такая позитивная. Региональный оперштаб на этой неделе сообщил, что в Якутию поступила новая партия вакцины. Со среды возобновили приглашение на прививку первой дозой. Между тем, пресс-секретарь президента рассказал, что Путин сделал прививку от коронавируса. По словам Дмитрия Пескова, глава государства чувствует себя хорошо. Мероприятие было не публичным. Песков сказал, что Путину не понравилась идея делать это на камеру. Не уточнил пресс-секретарь и на какую именно сыворотку пал выбор. Обосновали тем, что все 3 российские вакцины абсолютно надежны и эффективны. Песков также добавил, что на следующий день после укола Путин провел полноценный рабочий день. В частности, встретился с губернатором Новгородской области. Вместе с тем, Валентина Матвиенко прокомментировала перспективы выхода из ограничений. Председатель Совфеда сказала, что к осени этого года уже будет снята большая их часть. Но при условии, что вакцинация пройдет массово и выработается коллективный иммунитет. Я абсолютно убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом российском регионе смогут сделать прививку от коронавируса. И с учетом этого к осени в России будет сформирован такой коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии. И второе, обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан. И я считаю правы те эксперты, которые утверждают, что в этом случае к осени полностью будет снята большая часть ограничений, и мы вернемся уже к осени к нормальной жизни. Из-за ковида многие не успели многое. В отчетах, да и в СМИ постоянно мелькала фраза «пандемия внесла свои коррективы». Исключением стала компания «Строймонтаж-2002». Она не справилась с домом Покальвица в Якутске еще задолго до ковида. А это Ирина Чепрасова, обманутый дольщик, который обивает пороги офиса компании вот уже несколько лет. Какая перспектива сегодня? И как в итоге с долгостроем помогут власти, узнала Ульяна Шагина. Мама 2 детей Ирина Чепрасова потратила порядка 4 миллионов кровных, чтобы в этом доме приобрести долгожданное жилье. Объект так и не достроили, а семья вынуждена до сих пор ютиться у свекрови. На сегодняшний день готовность дома составляет 65%. Живем всей семьей со свекровью в одной квартире, в деревянном доме. Ну, конечно, условия не позволяют нам нормально жить. Чтобы запустить механизм поддержки и защиты прав дольщиков, «Строймонтаж-2002» признали банкротом. Решение об этом в феврале этого года вынес региональный арбитражный суд. Между тем, не согласившись с этим, застройщик подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится 21 апреля в Чите. Кроме того, компания намерена затягивать передачу всей необходимой документации. Объект закрыт, территория вся обшита высоким забором. Попасть внутрь мы так и не смогли. Но что мы, когда порядка 200 человек до сих пор не могут получить ключи от долгожданных квартир? Ситуацию под контроль взяла и республиканская прокуратура. По обращению организована проверка по фактам бездействия застройщика по передаче конкурсному управляющему необходимой документации, связанной с его деятельностью.
В фонде же отмечают, что из-за такой позиции нерадивого застройщика страдают в первую очередь дольщики. Отсутствие необходимой документации тормозит работу фонда. На сегодня должны быть проведены все необходимые мероприятия по формированию реестра участников строительства, да, по инвентаризации имущества застройщика, по оценке объекта незавершенного строительства, а также земельного участка. Но на сегодняшний день застройщик препятствует процедуре, да, передачи объекта, документов. На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов Якутии числится 13 домов, из которых по 11 как раз-таки привлечены средства дольщиков на приобретение жилых помещений. Всего по этим жилым объектам заключено 502 договора долевого участия. Это более 700 пострадавших. Все объекты находятся на контроле у регионального Минстроя. По компании «Семир», да, там 3-5 дом, мы ждем решения наблюдательного совета фонда. По «Монолит-строй» наблюдательным советом фонда федерального принято решение о достройке. Сегодня мы ведем процедуру по передаче прав застройщика, да, нашему региональному фонду, и уже в ближайшее время начнем допроектировать, актуализировать проектно-сметную документацию, получать разрешение на строительство и определять компанию, которая будет достраивать. По другим недостроенным объектам также ведется работа. А между тем есть иная категория пострадавших от мошеннических действий застройщиков, подрядчиков по объектам ИЖС, по объектам самовольного строительства. Общая сумма причиненного им ущерба оценивается в более чем 500 миллиарда рублей. Но проблема в том, что они не подпадают под меры господдержки. Мы совместно с народными депутатами, да, с коллегами, с пострадавшими гражданами, некоммерческой организацией вот эту работу ведем в части того, каким образом это можно будет решить, чтобы решить проблемы сегодняшних граждан, ну, сегодня кто попал, да, и решение, чтобы оно еще было упреждающее, чтобы этих граждан в будущем тоже не было. Пока длятся суды, граждане ждут. Попытки достучаться, либо докричаться до руководства строительной компании не дает результатов. Конечно, многие не верят, что такое произошло именно с ними, ведь при выборе квартиры застройщики были уверены. Основным критерием при заключении договора долевого участия считали достаточное нахождение застройщика на рынке. Но, как оказалось, никто от рисков не застрахован. Мы тоже смотрели, проверяли, вроде бы все хорошо было, и строился этот дом, прям активно так строился. Надежда теперь только на регион. Пострадавшим пообещали, что дом на Кальвица 18 достроят в течение 3 лет. Всего на эти цели по предварительным расчетам будет израсходовано более 200 миллионов рублей, в том числе и с привлечением федеральных средств. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Но долгострой не единственный бич столичного рынка недвижимости. Сегодня цены на первичку выросли в 1,5, а то и в 2 раза. Анна Васильева пообщалась с экспертами и выяснила, почему это произошло, что с этим намерено делать правительство, а также посетила строящийся микрорайон в Якутске и узнала, какие требования к ним диктует современный рынок. Две стороны одной медали. Доступная ипотека с одной и резкий рост цен на недвижимость с другой стороны. Причем не только на первичном рынке жилья. После введения дальневосточной ипотеки цены на недвижимость, конечно, очень сильно выросли в нашем регионе. На первичном рынке цены были 75 тысяч за квадратный метр, сейчас 120-140 тысяч за квадратный метр, то есть рост составил больше даже 50%. Вслед за первичным рынком, конечно, подорожала и вторичка, потому что ипотечные ставки сократились также и на вторичный рынок. Сейчас на вторичном рынке цены относительно 2019 года выше на 30%. Давить на административные рычаги, чтобы сдерживать цены в условиях рыночной экономики, невозможно. К тому же факторов, влияющих на рост, немало. Дорожают стройматериалы, их логистика. Плюс переход на проектное финансирование существенно снизил темп вывода на рынок новых проектов. Ведь теперь застройщики могут использовать средства дольщиков только при помощи эскроу-счетов. По сути, застройщик может пользоваться суммой только в конце срока, а все это время он на заемное банковское финансирование осуществляет строительную деятельность. Поэтому, конечно, для него это несколько усложняет его хозяйственную деятельность, но это и удорожает стоимость квадратного метра. Выход – обеспечить инфраструктурой земельные участки в крупных городах республики. Только так, считают эксперты, можно сдержать удорожание.
Но сделать это не так просто, к тому же нужно учитывать зоны подтопления и так называемые красные линии. Были приняты новеллы в законодательстве, которые, например, позволяют использовать такой механизм, как комплексное развитие территории. Это очень действенный механизм, который позволяет, во-первых, и государству участвовать в этом процессе, в том числе финансово, в том числе расселяя какие-то кварталы, где будет производиться комплексная застройка, это подводя коммуникации. То есть там целый перечень, целый куст таких юридических возможностей, которые позволяют очень быстро развивать территории. Раньше был механизм, и он сейчас действует, это ДРЗТ, это договор развития застроенных территорий. Вот новый режим, он добавляет к этому механизму очень много полезных инструментов, которые гораздо более эффективно дают возможность застройщику сразу в короткие сроки, во-первых, это значит более дешевые деньги у него получаются, ну и, естественно, решать проблемы не только за свой счет. А помимо этого разработаны масштабные инвестиционные проекты, причем не только в Якутске, но и в других крупных городах. Так, например, Республиканское ипотечное агентство в этом году начинает строительные работы сразу на 2 территориях – в Ленске и столице региона. Здесь, на территории старой воинской части, это почти 70 га, будет построен уже через 8 лет один из самых высокоэкологичных микрорайонов Якутска. По крайней мере, так обещают застройщики. Также по плану там расположатся 2 школы, 2 детских сада, поликлиника, пожарная часть, скрытый каток, пешеходные и велосипедные дорожки протяженностью в 6 километров. Ну и, конечно, магазины, супермаркеты, офисы, куда без них в современных жилых кварталах. Для комфорта будущих жильцов даже предусмотрены выезды из микрорайона на Автодорожную улицу и Покровское шоссе. Подготовительные работы по первому этапу застройки квартала уже начались. С апреля месяца у нас начнется активное строительство на данном земельном участке. Здесь будет возводиться 7 многоквартирных домов этажностью от 5 до 7 этажей, общей площадью 26,5 тысяч квадратных метров. Данные многоквартирные дома мы будем вводить в эксплуатацию в 2022 году. Дальше по этапу мы будем также планируем переходить уже на следующие сектора. На данном земельном участке у нас идет строительство по 3 гектарам земельного участка. Далее будем переходить в следующие, прорабатываем также следующие сектора наши, да. Реализация проектов будет до 27-28 года. В КУПе эти механизмы должны повлиять на постепенное снижение цен на заветные квадратные метры. Важно понимать, что процесс этот не быстрый, зато надежный. Ведь в долгосрочной перспективе все эти меры должны не только удовлетворить потребности населения в жилье, но и поднять экономику региона на новый уровень. Анна Васильева, Семен Семенов, Якутск. И смотрите далее в программе «После рекламы». Проблемам и перспективам научного потенциала Заполярья и Якутии. Ученые посвятили целую площадку в Москве. Основные тезисы раскроет наш СОБКОР в столице страны. Уже с июня в силу вступает закон об обязательной маркировке сыров. Какая судьба ждет Алекминскую кисломолочку? Неклассическое прочтение вылилось в зрелищный спектакль. Во Всемирный день театра в столице региона прошла премьера оперы «Кармен». День за днем, прямой эфир. Продолжаем подводить итоги недели. Якутск сделал свой выбор. Сегодня в 20 часов закончилось 3-дневное голосование за мэра столицы. Результатов ждут не только горожане, но и весь регион. Ведь по столице обычно судят весь субъект. Напомню, почему выборы досрочные. Экс-мэр Сардана Авксентьева в январе заявила о своем уходе с поста. Причиной стали проблемы со здоровьем. Гордума приняла отставку Авксентьевой, назначила ее зама Евгения Григорьева исполняющим обязанности и дату проведения выборов. Голосовали горожане 3 дня. С пятницы по воскресенье, с 26 по 28 марта. В первый день свой выбор сделал глава Якутии Айсан Николаев. Безусловно, конституционное право каждого гражданина избирать, и этим правом всегда надо пользоваться. Я считаю, что как раз через выборы, через механизм демократический, открытый, как раз люди имеют возможность избрать власть, в данном случае муниципальную власть, власть ответственную.
Свой голос в первый день отдала и Сардана Авксентьева. Во время предвыборной гонки она говорила, что выборы нового мэра отличаются от всех остальных, и они должны были стать выбором программ. И призвала исполнить горожан свой конституционный долг. Судьбоносное решение для нашего города. Жители города должны выбрать себе нового мэра, человека, который поведет наш город дальше по пути развития, по пути новых свершений, потому что я считаю, что наш родной город достоин всего самого лучшего, самого современного, всего того передового опыта, который есть и в России, и в мире. Выбрать будущее Якутска приехала и депутат Государственной Думы России Галина Данчикова. У меня региональная неделя. Я тоже сделала свой гражданский выбор. Надеюсь, правильный выбор. И я надеюсь, что человек, который сегодня кандидат, выиграет выборы, он сделает все, чтобы жители нашего города жили лучше. В стороне не остались предприниматели и общественные организации. В особенности обратили внимание на подготовку в условиях, хоть и идущей на спад, но все еще пандемии. Все вот эти нормативы медицинские, они соблюдаются. Чтобы скандалов, каких-то грубых отношений я не вижу. Там ступенечка есть, все кричат: ой, осторожненько, там это помогает людям. Все медицинские маски, лежат перчатки, на входе измеряются. Вот это вторые выборы во время пандемии, так? Мы же еще ходили-то на выборы недавно конституционные, вот это всероссийские выборы. То же самое было вот во время пандемии, тогда такая же вот картина была, и она уже как бы, уже избирательные участки уже к этому поднаторели, я смотрю, да, и все четко отрабатывается. Я считаю, что никаких угроз для здоровья я не вижу. А что с соблюдением санитарных правил? Об этом расскажет наш корреспондент Виктория Федорова. Она посетила избирательные участки, поговорила с жителями и даже поучаствовала в так называемом выездном чемоданчике. Первый день голосования в 779-м избирательном участке с утра немноголюдно. Это и понятно, ведь трехдневное голосование должно обеспечить прежде всего эпидемиологическую безопасность. Первыми пришли проголосовать те, кто постарше, и пенсионеры. Старики, мы же знаем, что надо исполнить этот долг, потому что здесь прожила я всю жизнь, считай. И нам надо такого мэра, чтобы за нас был, за людей, помогал старикам. Сегодня, можно сказать, праздник. Выбираем мэра города нашего и свой голос отдал. Обязательно, это наш гражданский долг. Каждый голос важен. Это возможность что-то изменить в лучшую сторону. Конечно, обязательно нужно идти голосовать. Обязательно. Я уже всем своим соседям сказала. За прозрачностью процедуры следят общественные наблюдатели. По их словам, еще до открытия участка в присутствии общественных наблюдателей работники участковой комиссии запечатали урны для бюллетеней. И, как правило, первым делом председатель участковой избирательной комиссии рассказывает им, как будет проходить голосование. Приступаем к раздаче книг, списков избирателей и бюллетеней. Бюллетени у нас оформлены 2 подписями. Знаете, да, вначале как-то, когда, помните, в раз был выбор 3 дня, как думали, ну почему так долго, а сейчас, оказывается, это очень себя оправдывает, потому что, вот видите, с утра у нас, конечно, здесь были пенсионеры. Сегодня рабочий день, первый день. Вот на нашем участке всегда очень все аккуратненько, открыто и, главное, все четко организовано. Потому что, ну вот как вы видите, да, все у нас расписано, и, конечно же, члены УИК у нас очень внимательные. На входе проверка температуры, обработка рук антисептиком, далее сверка данных по паспорту и выдача бюллетеней. Но как быть людям, которые в силу возраста, состояния здоровья или иных причин не могут покинуть своих квартир? Для них участковые комиссии организовали выезды на дом. Опять же, все с соблюдением санитарной безопасности. По инвалидности, по старости, которые сидят на самоизоляции. И сейчас мы, дали нам списки. У нас бюллетень, а также переносной ящик. Вот и Юрию Семеновичу, которому уже 90 лет, врачи рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Я обратился в участковую комиссию, чтобы мне дали возможность проголосовать на квартире.
И сегодня участковая комиссия сразу это дело правильно восприняла. И сегодня подъехали сюда представители участковой комиссии, и я, так сказать, выполнил свой гражданский долг. Все. От действия вот этого человека зависит буквально жизнь города, а вообще-то, если сказать, даже судьба каждого из нас. Поэтому надо, конечно, подойти очень ответственно, очень серьезно, используя свою, так сказать, гражданскую возможность, значит, дать голос за такого человека, которому действительно мы доверяем себя практически. Да? Свыше 100 участков для голосования в эти дни распахнули двери для горожан. Они готовы принять почти 200 тысяч избирателей Якутска. А имя нового главы столицы узнаем совсем скоро. Виктория Федорова, Джулус Иннокентьев. День за днем. А члены комиссии села Тулагина ждали избирателей как на праздник. Они нарядились в якутскую национальную одежду, холода и серебряные украшения. С энтузиазмом подходят и жители. Каждые выборы, как отмечает комиссия, явка 60, а то и 70%. Вот и эти не стали исключением. Только за пятницу и субботу участки посетили почти 700 человек. С утра, когда люди приходят, они на нас смотрят и очень радуются. И с таким хорошим настроением идут. Все-таки выборы, оно как праздник для нас. И мы не первый раз так одеваемся. У нас как бы в нашем избирательном участке уже заложена такая традиция. Ежегодно на выборах одеваться в первый день, именно одеваться в национальном костюме и открывать свой избирательный участок. Вдохновившись примером тулагинцев, некоторые жители столицы выбрали наряды в национальном стиле. Как призналась горожанка Любовь Сыроватская, к голосованию относится со всей ответственностью и даже передает эту семейную традицию детям. Для меня, для самой, выборы, ассоциация с детством, это всегда для нас был, для нашей семьи очень большим праздником. И поэтому мы не стали нарушать традиции. Обычно же выборы всегда раньше проводились по воскресеньям. Поэтому мы специально пришли в третий день голосования отдать свой гражданский долг. Приобщаю я своих детей тоже с детства. Все-таки я считаю, что таким образом воспитывается патриотизм к родине, к республике. Ну и чтобы они с детства приучились отдавать свой гражданский долг. А чтобы все было по закону и по правилам, в Якутск приехали специалисты из Москвы. Члены ассоциации «Независимый общественный мониторинг» все 3 дня вели контроль за процедурой выборов. Работал информационный центр. Туда могли обращаться все желающие по тому или иному нарушению. Жалобы и сообщения проверяли и направляли информацию в территориальную избирательную комиссию. Обсудили вопросы, которые поступают в штаб обращения, и дали по ним взвешенные ответы. На самом деле ответы в большинстве своем носят технический характер, который требует дополнительного уточнения процедуры проведения многодневного голосования, потому что все-таки форма новая, пока она проводится в режиме тестовом, и сама комиссия, организующая выборы, в данном случае городская комиссия Якутска, приняла решение о применении этой формы и пользуется в том числе временными положениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Поэтому мы здесь с точки зрения общественного контроля обеспечиваем законность, легитимность процесса для того, чтобы все права избирателей были соблюдены. Тем временем продолжается подсчет голосов. Мы вместе с жителями столицы, да и всего региона, держим руку на пульсе. Сейчас наш корреспондент Виктория Федорова находится в территориальной избирательной комиссии. Расскажет о промежуточных результатах. Виктория, ты в эфире, ждем информацию. Вася, добрый вечер. В настоящее время все 122 участка подводят итоги. По данным к этой минуте из общего числа избирателей Якутска проголосовало 75 086 человек, что составляет порядка 39%. Отметим, что всего численность избирателей в Якутске составляет 199 561 человек. Традиционно наибольшую активность по явке показывают участки, которые расположены в центре города, а наименьшая явка наблюдается в районах ГРЭС и 17-го квартала. Но при этом к выполнению гражданского долга с особой ответственностью отнеслись жители пригорода. Об этом только что сообщила председатель избирательной комиссии Алла Самойлова. Более 500 человек наблюдают
за процессом голосования на избирательных участках в лице наблюдателей от кандидатов и избирательных объединений, а также членов комиссии с правом совещательного голоса. На участках они могут получить протоколы об итогах голосования, в которых будет зафиксировано количество голосов, поданных за каждого кандидата. Так, на избирательных участках работали члены участковой избирательной комиссии с правом решающего и совещательного голосов. За ходом процедуры голосования следили 466 наблюдателей от кандидатов и 23 от общественной палаты. По данным избиркома, всего за дни выборов поступило 47 жалоб в адрес участковых комиссий, из них подтвердилось 9. Вася, у меня все. Виктория Федорова передавала последнюю информацию о выборах мэра Якутска из территориальной избирательной комиссии. Виктория, спасибо. Далее поговорим об Арктике. Проектный офис по развитию территории считает, что государство должно начать привлекать туда ученых. И как раз развитию научного потенциала Заполярья и Якутии эксперты посвятили одну из сессий. Наш СОПКОР в Москве Максим Кардозу о перспективах территорий. Якутия сегодня является одним из драйверов развития современной науки в Арктике. В республике создан научно-образовательный центр «Север». Также в регионе расположен федеральный университет, научно-исследовательские институты. Все чаще проводятся испытания тех или иных технологий в условиях экстремальных температур. Правда, для реализации всех задуманных проектов необходимы специалисты, а проблема старения научных кадров на Севере стоит остро. Необходимо ввести отдельные стимулирующие выплаты для научных кадров, работающих именно и живущих в Арктике. А так, со стороны республики мы заинтересованы в сотрудничестве проведения второго этапа комплексных научных исследований РАН в арктических районах, взаимодействие и формирование научно-образовательного центра «Север», подготовки и переподготовки кадров в учебных заведениях Санкт-Петербурга, Москвы и реализации пилотного проекта по созданию Центра экономического роста в поселке Тикси. К Тикси сегодня приковано особое внимание. В ближайшие годы его население увеличится за счет военных и новых специалистов в социальной сфере и бизнесе. Здесь будут решаться задачи строительства жилья и инфраструктуры, энергетики, транспорта. Поселок является экспериментальной площадкой для различных проектов, которые могут быть в дальнейшем использованы на всей территории Арктики. И региону нужны ученые, а чтобы жизнь молодых специалистов была комфортной, необходимо решать не только вопросы жилья и окружающей среды, но и элементарно сделать продукты доступными. Для этого должна быть решена проблема северного завоза. Люди просто не могут платить такую цену за продукты питания, даже детское питание, овощи, фрукты, которые наши коммерсанты предъявляют туда. Предъявляют вынужденно, потому что такая логистика, такая схема. Естественно, что эта тема у нас очень существенная такая, и здесь нужна будет и тоже государственная политика, и механизмы государственной поддержки. Это все надо сейчас разрабатывать и законодательно это все утверждать. Сейчас такая большая работа идет. По мнению специалистов, развитие науки в Арктике – необходимость. Запущен Северный морской путь. В Заполярье осваиваются крупнейшие добывающие компании. Региону нужны новые энергоэффективные технологии в строительстве, ЖКХ, в сельском хозяйстве, логистике. И здесь без научных исследований не обойтись. И сегодня очень важно решить на федеральном уровне, как поддержать ученых Арктики. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Развивать в Арктике будут и транспортную систему. Делегация из Якутии приняла участие в сессии форума «Порты Арктики» в Архангельске. Наш регион представил проект создания глубоководного порта, хаба в районе села Найба на акватории Северного морского пути. Проект реализуется совместно с госкорпорацией «Росатом». Строительство нового терминала приведет к расширению границ порта Тикси. По прогнозам, к 2032 году грузооборот составит 18 миллионов тонн в год. Если будет создан глубоководный причал, то это, конечно, обеспечит более надежную обороноспособность, в чем заинтересован Северный флот, и, безусловно, делает практическим возвращение северного завоза через Северный морской путь, Малый Северный морской путь. Пока же завозим грузы по старинке, автозимниками. Они, к слову, скоро начнут закрываться. В апреле. Несмотря на очень холодную зиму, потеплело резко, и толщина льда на большинстве рек региона оказалась ниже средних значений на 5, а то и на 20 сантиметров.
Таким образом, на трассе Сибян дорогу намерены закрыть 15 апреля. На трассах Яна, Индигир, Верхояне, а также Усть-Куйга, Депутатский, Белая гора, Булун, Алазея и Мома движение закроют 20 числа. Автозимник на дороге Арктика 25 апреля. А до 10 мая должно быть закрыто движение по дороге Усть-Куйга, Казачье, Кресты. Как стало известно, жизнеобеспечивающих грузов для нужд ЖКХ доставили чуть больше 85%, против 90% в прошлом. Отставания произошли в завозе угля из поселка Джибари-Кихая в Тамбовском районе. Конечно, автозимники у нас из года в год разные. Поэтому там из-за еще Пурги было, Средняя Колыма и вот Момская, ну вот эта колымандирская группа из-за Пурги, у нас там где-то стояла техника значительно больше, чем такие средние года. Поэтому есть оставание. Но при этом по Средней Колыме мы сегодня добавляем туда автотранспорт, направили дополнительно. Сегодня еще дополнительно едут. Там 36 единиц будет. И, в принципе, есть уверенность, что мы там закроем. А вот Дмитрий Садовников, исполняющий обязанности первого зампреда правительства, считает, что на сроках завоза угля для нужд районов сказались сбои в работе угольной шахты Джибари-Кихая. При этом проблема на сегодня все еще не решена, поэтому часть угля доставят в период навигации. Выезжала рабочая группа правительства, отметила то, что такая ситуация сложилась, и было рекомендовано, чтобы максимально в короткие сроки технику ввести и работу разреза вести плановый режим. Но, к сожалению, это не исполнено, не выдержано, вернее. То есть разрез приступает к работе с опозданием. Привело это к тому, что часть угля будет завозиться в навигацию. Естественно, это будет удорожание для ресурсоснабжающих организаций, но при этом и Министерство промышленности республики, и правительство будут находить пути решения для того, чтобы цена вопроса отпуска угля с этого разреза была немножко, скорректирована на понижение. Если смотреть на картину в целом за год, по прогнозному плану объемы добычи угля в Якутии вырастут почти до 40 миллионов тонн. Дмитрий Тымыров выяснял, за счет чего регион планирует увеличить эти цифры. В ближайшие годы Якутия может стать главным угольным регионом страны. В начале марта Владимир Путин дал поручение федеральным властям представить предложение по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Прошу правительство четко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба, а также поручаю правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа. Речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточное направление. Губернатор сегодня, руководитель об этом тоже упоминал. Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности Фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития. Нам нужно диверсифицировать экономику в регионах добычи угля. Поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба. Также глава государства сообщил, что Россия может наращивать поставки угля в азиатско-тихоокеанские регионы, куда в 2020 году отправили 122 миллионов тонн угля. По словам министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, такое поручение президента дает важный импульс для укрепления сотрудничества между производителями и потребителями угля, транспортными организациями и странами азиатско-тихоокеанского региона. Сегодня это рынки являются для нас приоритетными на рынке азиатско-тихоокеанского региона. И у нас возникли новые компании, которые на протяжении ряда лет шли вот к той динамике, которую мы видим на сегодня. По итогам прошлого года в Якутии добыто немногим более 20 миллионов тонн. Это очередной рекорд наших угольщиков. При этом показатели могли быть больше. Могли больше добыть компания «Эльга Уголь», компания «Колмар», «Якутуголь». Но нас сдерживали определенные
нюансы, связанные с железными дорогами. По словам Айсена Николаева, Якутия не только планирует увеличить экспорт угля, но и рассчитывает нарастить показатели добычи уже к сентябрю этого года за счет угледобывающих компаний «Колмар» и «Эльга-Уголь». При этом «Эльга-Уголь» работает всего лишь с 2011 года, но уже показывает хорошие результаты по добыче черного топлива. После прихода нового инвестора на Эльгинское месторождение был поставлен рекорд по объему добычи угля. Впервые за всю историю разработки в 2020 году было добыто 7 миллионов тонн сырья. Кроме того, к концу ноября 2020 года объемы добычи достигли 12 миллионов тонн в годовом выражении. В планах компании на 2021 год увеличение добычи угля на Эльге до 18 миллионов тонн. Поэтому расширение восточного участка БАМа позволит России выйти на новый международный уровень в угольной отрасли, что в свою очередь также отразится на занятости населения. Так, по словам главы региона, число занятых в угольной промышленности по республике к 2024 году может достигнуть 21 тысячи человек, а объем налоговых поступлений – 42 миллиарда рублей. Сегодня работает немногим более 10 тысяч человек. Буквально по итогам этого года мы ожидаем, что уже более 12 тысяч человек благодаря вот этим проектам. Ждем к 2024 году рост поступления налогов в бюджеты всех уровней в 6 раз. Когда, кстати, говорят, да, что ну и что от роста налогов, здесь бы хотелось отметить, что вот люди, которые бывают в Нерьмы, видят уже преобразование его, видят, как изменился поселок Чуйма. Вот эти вот средства компании вкладывают в инфраструктуру, соответственно, налоги, которые поступают, также идут и направляются на новые школы, дороги, линии электропередач и многое другое. Привлечение местных кадров в промышленность заинтересованы и сами крупные угольные компании Якутии. Сегодня они не только занимаются трудоустройством, но и их подготовкой и обучением. Сегодня Эльгинский проект активно обновляет кадровую политику. С приходом нового инвестора нашим приоритетом стали социальная ответственность и развитие кадрового потенциала. Особое внимание мы уделяем занятости местного населения. На объектах компании трудится свыше 600 человек, и половина сотрудников – это местные жители. В компании действует собственная программа привлечения молодых специалистов к работе в нашем проекте. Кроме того, сегодня сотрудники могут пройти курсы повышения квалификации за счет компании. Все эти действия направлены на привлечение высококвалифицированных специалистов, профессионалов своего дела. Поэтому сегодня наш регион должен воспользоваться моментом и стать одним из главных субъектов страны по поставке черного топлива. Ведь, как сообщил Владимир Путин, сегодня у Азиатско-Тихоокеанского региона в нем есть дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании. И важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности транспортной системы страны. При дополнительном развитии восточного участка Байкало-Амурской магистрали Тында-Комсомольск-Ванина созданием 956 километров главных путей якутский уголь может начать поставляться для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Дмитрий Тымыров, Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Якутия. День за днем. Короткая реклама и обсудим. Маркировку алёкминского сыра. Какие культурные объекты ввели в районах? И посмотрим на неоклассическую постановку оперы «Кармен». Пару минут и вернемся. Не переключайтесь. День за днем продолжаем подводить итоги недели в России. Уже скоро начнут маркировать сыр. Идея хорошая, но производители говорят, что повлечет за собой покупку оборудования, цифровых кодов, обучение сотрудников работе в системе, а значит неминуемо и повышение стоимости для потребителя. К примеру, в Адыгее, сырной житницы нашей страны, посчитали, на килограмм придется прибавить от 5 рублей, и это в условиях масштабного производства. Закон напрямую коснется и Алёкминска, а точнее пищекомбината «Кладовая Алёкмы». Елена Фаст пообщалась с производителем и расспросила о плюсах и минусах новой системы. С 1 июня 2021 года в силу вступает закон обязательной маркировки «Честный знак» сыров и мороженого. Пищекомбинат «Кладовой Алёкмы» уже начал работу по договорам на оборудование. Обязательная маркировка QR-кодов – это с 1 июня на сыры и на мороженое. Мы уже сейчас начали брать уже коммерческие предложения с организацией на покупку оборудования и маркировки штрих-кодами. Чуть позже, в сентябре, это коснется еще одного продукта, производимого кладовой – масла.
С 1 сентября у нас начнется обязательная маркировка на масло. И с 1 декабря начнется маркировка уже на всю продукцию, кисломолочную продукцию и молока. На вкус и качество это не повлияет, улыбается технолог пищекомбината. Мы не меняем технологии, все остается прежде же. Мы порадуем тем же вкусовыми качествами, как и прежде, с нашим сыром алёкминским. Но надо отметить, что оборудование в целом коснется не только пищекомбината, но и всей сети, что достаточно большие расходы. Дело в том, что она, конечно, опять финансовым бременем ложится на плечи предприятия. Поэтому хотелось бы тоже, конечно, здесь была какая-то финансирование или в виде субсидий, чтобы возмещать те затраты, которые понесет значит, производство. Соответственно, если она себестоимости будет сидеть, значит, соответственно, она будет в стоимости продукции ложиться. В целом покупатель на выходе получает возможность узнать полный состав молочного продукта и путь его изготовления по маркировке. Это нашим покупателям уже отслеживать от начала производства молока до поступления в магазинов. Там уже все наименования жирности, весь состав производителя и весь состав молочной продукции там видно будет уже. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. Работники культуры на неделе отметили свой профессиональный праздник. Он объединяет всех, кто вносит вклад в наше с вами духовное развитие. Выдающихся представителей ремесла отмечали наградами, выражали благодарность, а мы расскажем о том, где они работают. Наша коллега о театрах, кинотеатрах, библиотеках и других учреждениях, открытых в рамках нацпроекта «Культура». За 20 лет в Якутии построили 219 объектов культуры. Огромная цифра. Более 100 культурных и досуговых центров, домов культуры, 46 культурно-спортивных комплексов, 14 музыкальных школ и детских школ искусств. Например, недавно у жителей Ленска появилась возможность посетить кинотеатр, который не хуже столичного. Его построили на средства, выделенные в рамках нацпроекта «Культура», который региональный Минкульт в 2020 году освоил на 100%. Замечательно, когда работники культуры так болеют за свое дело, стараются создавать для своих земляков самые лучшие условия. У жителей Ленска появилась возможность в хороших условиях смотреть уже современное кино на большом экране, в хорошем качестве, с ярким изображением, уверен, с хорошим звуком. А жители Алдана теперь могут прикоснуться к прекрасному и насладиться шедеврами российской и мировой классической музыки благодаря открытию виртуального зала консерватории. Это уникальный проект, дает возможность жителям отдаленных небольших городов прикоснуться к творчеству выдающихся музыкантов как современности, так и прошлого. Выйти в лидеры реализации нацпроекта «Культура» Якутии позволили в первую очередь модельные библиотеки, которые открывались в различных уголках нашей республики. Одна из первых открылась в поселке Беркакит. Радость для жителей поселка Беркакит, потому что библиотека становится центром общения. Это не только место, где мы получаем информацию, берем книги в абонемент или в читальном зале. То есть это уже центр общения, это наш дом родной получается. Нацпроект «Культура» помог детской школе искусств обновить свою базу инструментов. Получили 7 новых инструментов пианино. Дополнительно в рамках совместного уже проекта Минпромторга России и Минкультуры России мы получили еще дополнительно 8 музыкальных инструментов Михаил Глинка. Таким образом, по проекту «Культура» у нас получилось вот такое обновление музыкальными инструментами. Всего в рамках нацпроекта «Культура» в Якутии открыто 10 библиотек, оборудованных по модельному стандарту, в том числе и за полярным кругом. В Национальном художественном музее появился первый виртуальный видеогид. Открылся первый в Якутии виртуальный концертный зал в Алдане. Состоялся целевой набор студентов в Щукинское театральное училище для русского драматического театра имени Пушкина. Состоялось обучение более 300 работников культуры в рамках
курсов переподготовки. Налажена работа по направлению волонтеры культуры. 370 волонтеров культуры появилось в Якутии на 2020 год. Открылся кинозал в Ленске. Продолжается строительство ДК в селе Аппаны. Но главный показатель успешной реализации проекта – это рост количества людей, посещающих учреждения культуры. Так, за прошлый год число посещений превысило цифру в 6 миллионов 700 тысяч. А к 2024 году она должна увеличиться до 7,5 миллионов. И с такими темпами реализации программы есть ощущение, что мы эту цифру значительно превысим. Кристина Якупова, Александр Хавренко, Сергей Дьяконов. Специально для «День за днем». Всемирный праздник отметили на этой неделе и театралы. В честь этого в Якутске прошла премьера постановки «Кармен». Созвучие оркестра, солистов и хора, вдобавок современное оборудование и режиссерский подход. На выходе неоклассическая опера. Мировую славу ей предрекал еще Чайковский. Узнаваемые арии одной из самых известных зрелищных и музыкальных опер в мире – «Кармен» Жоржа Бизе. Впервые зазвучат на сцене Якутского театра оперы и балета на языке оригинала. Готовились очень давно, мы готовились очень долго. Еще перед пандемией мы начали приготовление. Это очень сложный по декорациям, очень сложный по костюмам спектакль. И я думаю, что зрители, которые придут на этот спектакль, получат неописуемое впечатление от этой оперы Жоржа Бизе «Кармен». К неожиданным декорациям прилагается по-настоящему волшебное световое оформление. Заранее было закуплено новое оборудование, которое в разы увеличило технические возможности театра. Впрочем, некоторые решения обошлись с минимальными затратами. Все театры, все современные театры, концертные площадки стараются перейти на светодиодное оборудование. Да? Вы могли увидеть, что у нас по раме зеркала, по всем зеркалам висят на самом деле обычные лампочки. Это не светодиодные, это самые обычные, самые дешевые лампочки, которые стоят очень дешево, но которые вот в таком количестве добавляют свой антураж, добавляют свой шарм. Однако самое главное в опере – это музыка, созвучие оркестра, солистов оперы и хора. При этом у каждого театра своя акустика. Но дирижер-постановщик спектакля Константин Хватынец, у которого за плечами огромный опыт, уверяет, и в Якутске ему удалось найти ту самую музыкальную гармонию. Здесь мы нашли баланс, мне кажется, и нашли очень хорошую точку закулисного исполнения хора и оркестра закулисного, потому что вот это пространство, которое должно возникнуть между закулисным и оркестром в яме, оно очень важно в этой опере. Спектакль в Якутске задуман как постановка в неоклассическом прочтении. Это история о театре и вокруг театра, об актерах, которые живут в мире мельпомены. Главная героиня, Кармен, это образ, который олицетворяет всех актрис с их переживаниями и мечтами, разочарованиями и триумфами. В чем отличается наша Кармен от всех Кармен? У нас спектакль про театр. Да? И здесь такое решение, что Кармен у нас актриса, и она стремится к успеху. И, собственно, ценой своей смерти добивается своего бессмертия. Так же, как автор, как Бизе, который, в принципе, не дожил до славы этого спектакля. Хоть при жизни Бизе и не дождался признания самой знаменитой оперы, она продолжает вот уже на протяжении нескольких веков оставаться самой популярной на всех мировых подмостках. Теперь же новая постановка «Кармен» останется и в репертуаре Якутского театра. Полина Долинская, Анна Васильева, Алексей Лукьяненко, Григорий Николаев, Якутск. Это была программа «День за днем». Таковы итоги недели глазами нашей редакции. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания.